Обычно люди, впервые попав в Арктику, интересуются всем. Они стремятся увидеть тундру, подняться в горы, а вдруг попадется в ископаемом льду мамонт или хотя бы сохранивший свою зимнюю шубу писец. Но этих диковин нет, а есть необычная природа, нашедшая отражение в особом строе полярного пейзажа, в его удивительном колорите, таком не похожем на виды природы других, более нам привычных широт. И люди невольно начинают думать о богатстве и разнообразии мира. И только истинный художник может отразить всю красоту суровой Арктики в своих картинах. В 1977 году при Тиксинской музыкальной школе было открыто художественное отделение. Первыми преподавателями и основателями художественного отделения были супруги Алевтина Константиновна и Владимир Еремеевич Гвоздюк. Художники и педагоги по образованию, они работали увлеченно и самоотверженно. Общественный директор художественного музея в Тикси Владимир Еремеевич возил художественные работы в села, показывал их, читал лекции оленеводам и рыбакам, проделав по тундре путь в сотни километров. Первые учащиеся художественного отделения продолжили школу своих учителей и стали профессиональными художниками. Сегодня мы представляем вам творчество учащихся художественного отделения Тиксинского лицея искусств, работы которых неоднократно выставлялись на различные улусные, республиканские и даже всероссийские конкурсы детского творчества. Никитин Петр, 14 лет. Родился в семье потомственных оленеводов в селе Хараулах Булунского улуса. По национальности – эвен. В 1994 году поступил в Тиксинский лицей искусств на художественное отделение в класс преподавателя Владимира Ильича Мухоплева. Основной темой творчества Петра является красота родной тундры и его обитателей. Издали притягивает к себе белый лист, покрытый причудливыми узорами, как восточный ковер, а всмотришься, на снегу оставлены многочисленные оленьи следы большого стада. И снова тундра, и снова олени, стремительно летящие по тундре, плывущие по реке, оставляя за собой длинный шлейф на воде. Участник и призер многих улусных, республиканских и всероссийских конкурсов детских рисунков. Филиппов Дмитрий, 13 лет. Родился в селе Кусюр, в семье служащих. По национальности якут. Был принят на художественное отделение Тиксинского лицея искусств, класс преподавателя Мухоплева Владимира Ильича. Любимая тема его рисунков – этюды родной природы. Нет более благодатного жанра, чем пейзаж, особенно для человека, обладающего даром воспринимать окружающую красоту увлеченно, восторженно и нежно. Митя тоже участник и призер многих конкурсов детского творчества.
Парников Алексей, 14 лет. Родился в наследии Сиктях Булунского улуса в семье рыбака. По национальности эвенк. Поступил в художественное отделение Тихвинского лицея искусств в 1994 году в класс преподавателя Мухоблева Владимира Ильича. Тема тундры поистине неисчерпаема в картинах Алеши. Бесконечно бескрайняя тундра, море суровое и величественное. Он выбирает неброские, скромные мотивы, мимо которых, спокойно не задержав взгляда, пройдут многие. Участник и призер многих конкурсов детского творчества. Мальчики весьма скупы на внешние проявления чувств, и только живопись дает возможность понять их души, нюансы раздумий и настроений, интересы и привязанности. Работы 3 учащихся художественного отделения Тихвинского лицея искусств были представлены на республиканский конкурс детского творчества «Мир глазами детей», который организовали магазин «Детский мир» города Якутска совместно с Комитетом по проблемам семьи и женщин и Коммерческим банком социального развития Якутия. Работы наших ребят заняли призовые места и были подарены в постоянно действующей выставке магазина «Детский мир». Фонд Баргары при президенте Республики Саха-Якутия пригласил учащихся художественного отделения Тихвинского лицея искусств Никитина Петра, Парникова Алексея, Филиппова Дмитрия в город Якутск для организации их персональной выставки в детской картинной галерее города Якутска. Я не знаю, по какому принципу рассеиваются на земле таланты, но могу точно сказать, что столько ярких художников, сколько живет и работает в Якутии, хватило бы на какое-нибудь вполне приличное государство. И надеюсь, что ряды ярких самобытных якутских художников скоро пополнят и наши маленькие тихвинские художники.